Скандал в научно-исследовательском институте языка, литературы и истории. Там уволили сотрудника, известного ученого, специалиста в области российской и хакасской генеалогии Алексея Нелогова. Ранее он открыто осуждал новое издание, с автором которого являлся непосредственный его руководитель, директор Хакнияли. Во что вылился поиск научной истины, расскажет Ольга Стельмах. Вход дальше двери для этого человека под строгим запретом. И это как оскорбительный итог пятилетней работы на благо научного сообщества республики. Алексей Нелогов, заведующий лабораторией генеалогических исследований, сегодня уже бывший сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, намерен доказать, решение уволить его из Хакнияли – не что иное, как сведение личных счетов руководства. Атмосфера в учреждении в последнее время накалилась до предела. Разделение людей, коллектива на своих, чужих, выплачивание премий своим. Приказ об увольнении подписан 3 ноября. Это уже вторая попытка выжить сотрудника, ученого в области российской и хакасской генеалогии, одного из самых цитируемых специалистов по России. Официальная причина – так называемые прогулы. Дни, которые ученый посвятил исследовательской деятельности, то есть был вынужден работать за пределами Хакнияли. При этом дисциплинарное взыскание в обход трудового законодательства оформили задним числом и позже, чем через месяц. Суд в этом разберется, потому что вы тонкости не знаете, он вам не все показывает. Истинная причина, считает Алексей, его резкая критика издания, которое считается гордостью института. 5-й том энциклопедии Хакасии выпустили на бюджетные деньги. Фактически ее огрехи видят и рядовые читатели. Одна из ярчайших ошибок – год смерти экс-губернатора Виктора Зимина. Указан 2021, тогда как умер бывший глава в 2020-м. И подобных неточностей – сотни. В том числе наши ученые были авторами статей, директор в том числе. Издание изобилует фактологическими ошибками. Это не энциклопедия, это халтура. Халтура в макулатуру. Данные не актуализированы, как попало, собраны. Такое впечатление, что 20 лет материалы лежали под сукном, потом их собрали и опубликовали. Издавать такую халтуру – это, конечно, большой позор для республики в научном плане. Раскол в коллективе произошел в 2019-м со скандальным увольнением прежнего директора Валентины Тугужековой. Сменила ее Нина Майнагашева, которая, со слов сотрудников, ввела жесткий контроль для отдельных неугодных ей специалистов. Некоторые из них за эти годы ушли по собственному желанию, остальные пытаются противостоять. И когда после критики начинается, Майнагашева подала на меня в суд. В результате мы определенное время судились, и потом она забрала свое заявление в отношении меня. Выражу свое мнение от ученых Хакасии. Ситуацию надо менять. Самоуправством надо уже заканчивать. Уже беззаконие, самоуправство, надо проблему как-то решать. Директор Нина Майнагашева от комментариев отказалась, но ситуацию действительно изменила. Распорядилась вызвать на место съемки сотрудников Росгвардии. Вот только объяснить, зачем, никто так и не смог. Что он нарушил? Конкретно объясните. Вопросы задавали неуместные. Не выдали трудовую книжку, не произвели финансовый расчет сотрудникам, а также не отдали его личные вещи из кабинета. Этот случай, как и в целом нездоровая атмосфера, которая сложилась в научном институте, вызвали интерес Народного фронта. И, как выяснилось, речь может идти о куда более серьезных нарушениях со стороны руководства. Возможно, даже по уголовным статьям. Ученым не просто не дают работать, их увольняют по каким-то надуманным причинам. Даже не надо быть юристом, чтобы понять, что увольнение незаконно. Во-первых, там все нарушения, которые указаны, дисциплинарные, которые якобы раньше выносились, человека с ним не знакомили. Часть нарушений вообще вынесена о прогулах, когда он был в командировке. Есть вопросы и по аппаратуре, которая покупалась на федеральные средства, но не используется, стоит. Мы тоже в этом будем разбираться, привлекать правоохранительные органы. Сегодня группа ученых, среди них 3 доктора наук и 3 кандидата, подготовили обращение с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в Хакнияли. Письмо направили главе Хакасии Валентину Коновалову, спикеру парламента Сергею Соколу и его заму Петру Воронину. Также сотрудники института, как бывшие, так и действующие, обратились в трудинспекцию и прокуратуру, чтобы защитить свои права и получить саму возможность работать в спокойных условиях, где за открытую и конструктивную критику не лишают рабочих мест.